Толькі ў абласным цэнтры для сустрэчы Новага года будзе задзейнічана 22 пляцоўкі. Для каго свята, а для каго і праца. Па ўсёй вобласці за бяспекай адпачываючых усю навагоднюю ноч будуць сачыць супрацоўнікі милиции. Меры по безопасности будут приниматься везде однозначно. Единственное, что в местах, где будет наибольшее скопление граждан, также будут приниматься заградительные меры. То есть территория ограждается, будут организованы контрольно-пропускные пункты, на которых сотрудники милиции будут осуществлять досмотр выборочно, ну и, естественно, не допускать лиц, которые находятся уже в сильной степени алкогольного опьянения. Будет отслеживаться поведение граждан, контроль за применением пиротехнических изделий. Естественно, мы этого не избежим, хоть и есть определенные условия для использования пиротехнических изделий. Конечно, не обойдется без фейерверков. Усім аматарам вогненного шоу у специалисты раяць набывать пиротехнічныя вырабы только у специализованных магазинах, где продавцы несуць адказнасць за ее сертификацию. Можно продавать старше 16 лет. Вот, поэтому, если я не знаю, если ребенку 16 лет, я требую паспорт. Если нет паспорта, то уже отправляю домой, приносите паспорт, либо уже приходите с родителями, тогда продам. Днями у одной со школ Березовского района уже отбывся перший инцидент. Вучень 4 класса принес на занятки 75 дробных мини-петард, які спрацоўваюць ад механічнай детонации. Буквально на днях у нас произошло, скажем, такое происшествие на территории Березовского района, когда 10-летний мальчик принес петарду в школу. То есть прежде чем купить своему ребенку, кажется, вот такая вот маленькая такая штучка, да, которая вроде как бы никакой опасности не представляет. Но если эта вот петарда вдруг окажется в капюшоне какого-нибудь ребенка или попадет куда-то за шиворот, то последствия могут быть очень плачевны. Речь идет в первую очередь о состоянии здоровья наших детей. Поэтому, уважаемые родители, прежде чем купить игрушку для своих детей в виде пиротехники, подумайте, пожалуйста, их последствия. Мониторингом ситуации и профилактичной работой у гэтыя дні активно занимаются и супрацовники МНС. Службой по чрезвычайным ситуациям были проведены мониторинги учреждений общего среднего образования. В настоящий момент продолжаются профилактические мероприятия в дошкольных учреждениях, учреждениях культуры, в тех местах, где будут проведены массовые мероприятия. Кроме того, на территории Брестской области, как и на территории всей страны, в течение всего декабря продолжается профилактическая акция «Безопасный Новый год». Спецыялісты-праваахоўнікі яшчэ раз нагадваюць аб неабходнасці выконваць правілы бяспекі. Толькі акуратнасць і меры засцярогі дазволяць стварыць атмасферу навагодніх святаў запамінальнай і бяспечнай. Юрый Печур, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брест».